Добрый вечер, это телеканал ТНВ, вы смотрите телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку и выучить несколько новых слов. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». Пришла на программу для того, чтобы узнать свои знания татарского языка. Я очень люблю татарский язык, я думаю, что выиграю. Я пришла на передачу, чтобы получить удовольствие, и думаю, что победит сильнейший. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского на татарский язык. Каждому слову предложены 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 балл. Перед вами две темы – арабизмы и заимствования из фарси, или так называемый фарсизм. Очень легкие слова на самом деле. Я уверен, темы легкие. Кто будет выбирать первым? Думаю, что Людмила. Так, Людмила, удивите меня. Да, так. Давайте тогда первые арабизмы. Отлично, играем в тему арабизмы вместе с Людмилой. Готовы? Да. Итак, Людмила, как по-татарски можно сказать вопрос? Сурур, сахна, суаль. Как вы думаете? Сурур, сахна, суаль. Сурур. Сурур. Окей? Уверены? Почему сурур? Похож на сурау, не знаю. Похож на сурау. Принято. Это неправильный ответ. Ляйсан, есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет вопрос? Сахна или суаль? Ну, думаю, что не сахна. Сахна – это сцена, а суаль, возможно, это вопрос. Возможно, это вопрос. Не только возможно. Так оно и есть. Это правильный ответ. Сурур – это радость. Сахна – это сцена. А суаль – это действительно вопрос. Второй вопрос адресован вам, Ляйсан. Как по-татарски можно сказать «путешественник»? Сафир, сахар, сунна. Выбираю второй вариант сахар. Сахар, принято. Сахар – неправильный ответ. Людмила, есть возможность выбрать правильный ответ из двух. Поверьте, один из них точно правильный. Это либо сафир, либо сунна. Пусть будет сафир, давайте первый ответ. Сафир. Да, сафир. Отлично. Подсказка. Это правильный ответ. Действительно, сафир – это путешественник. Сахар – это ранний, это время рассвета. Еще иногда говорят бабушки в Рамазан айында сахарга турып ашау дейді. Сунна – это традиция. А сафир – это путешественник. Собственно, это был правильный ответ. Третий вопрос. Как по-татарски, Людмила, будет шаг? Кадам, кадим, кадир. Пусть будет первый кадем. Пусть будет первый кадам. Почему решили, что... Просто откуда Просто результат? так. Просто так решили? Это правильный ответ. Похоже на слово «кадам». Кадем, да. Действительно, кадам – это шаг. Кадим – это тот, кто делает шаг, то бишь шагающий. А кадир – это сильный. Четвертый вопрос. Как по-татарски можно сказать «стакан», Ляйсан? Кабих, кабля, кадах. Үшіншісі болсын қадах. Принят. Чувство какое-то? Это правильный ответ. Кадах – это стакан. Кабля – это раньше. Кабих – это уродливый, некрасивый. Пятый вопрос. Давайте вместе с вами попытаемся перевести на татарский язык слово «почетный». Мафхум, махдуд, махмуд. Мне кажется, первый мафхум. Мафхум. Мафхум, принято. Не другой. Это неправильный ответ.
Лейсан, есть возможность заработать дополнительные баллы. Как же с русского на татарский переводит слово почетный? Махдуд или Махмуд? Махмуд. Махмуд? У вас есть знакомый по имени Махмуд? Нет, но читала. Принят. Это правильный ответ. Действительно, Махмуд это почетный. Махдуд это ограниченный, у которого есть худуд это границы. Мафхум это понятливый. Глагола фахама понимать в арабском языке, да? Фахима, по-моему, даже. У нас остался 6-й вопрос, последний вопрос из тех 6, которые предполагаются в первом туре. Готовы? Да. Лейсан, как по-татарски можно сказать посоветоваться? Истижазе, истишаре, истихбар. Үшінші сенсуалим истихбар деп. Пусть будет истихбар. Была, не была. Это, как вы думаете, неправильный ответ. Людмила, есть возможность заработать дополнительные баллы. Как же переводится слово посоветоваться? Истижазе или истишаре? Поверьте мне, от того, что вы так сильно будете смотреть на это слово, оно не подчеркнется. Пусть будет второй. Истишаре. Ае. Принят. Ну, не знаю, как так получилось. Но это правильный ответ. Действительно, истишара – это посоветоваться. Истижазе – это спросить разрешение. Истихбар – это собрать справки. Ну что ж, на этом 6 вопросов, которые предполагалось, я задам вам и немножко этими вопросами вас помучаю, закончились. Но есть 2 бонусных вопроса. Каждый из вас должен перевести по одному слову с английского языка на татарский. Готовы? Людмила, начинаем с вас. Как с английского языка на татарский переводится слово beautiful? Зейни, забиб, заки. Пусть будет первый Зейни. Принято. Это правильный ответ. Зайни действительно это beautiful, то бишь красивый. Забиб это сушеный изюм без косточек. А заки это чистый, невинный, что означает clean. Лейсан. Как с английского языка на татарский переводится слово chosen? Chosen. Мутлак, мухтар, мухташ. Мухтардар деп ойлаймын. Принято. Это правильный ответ. Мухтар действительно chosen, что означает это выбранный. Мутлак это непременно, то бишь definitely. А вот мухтаж это нуждающийся, тот, кто indeed. Людмила, Лейсан, вы заработали по 6 баллов, и по итогам первого тура в целом у вас абсолютное равенство. Впереди нас ждет второй, не менее сложный тур. Игрокам на выбор представлены 2 темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского на русский язык. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 балла. Ну что ж, 2 темы – арабизмы и фарсизмы. Кто выбирает из вас? Ну, Давайте, Лейсан. по очереди. Значит, давайте я. Ну, с арабским языком мы уже разбирались. в Арабизмы первом мы туре. уже только что разобрали. Давайте посмотрим, что в фасизмах. Давайте посмотрим, что же таит в себе наш известный любимый персидский язык, то бишь слова из него заимствованы, это фарсизмы. Ну, давайте сразу скажем, да, для тех, чтобы все наши телезрители понимали, самый известный, наверное, популярный фарсизм, который пришел в татарский язык, это, конечно же, дарухане. Мы туда все с вами ходим, и это абсолютно персидское слово. Итак, тема фарсизма, играем вместе с Лейсан. Первый вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово «шафталю»? Очень легкое слово. Стыд, лев, персик. Персик. Может, стыд, лев? Нет. Ну ладно, персик так персик. Принят. Это правильный ответ. Стыд – это уят, хурлак.
Шерменде есть такое еще слово персидское. Лев это арслан или шир есть такое слово. Тоже из персидского языка. А шефталю действительно персик. Людмила, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово шишме? Родник, быстрый, Китай. Родник. Все очень просто. Это правильный ответ. Быстрый это тис, или говорят шабук. Китай это Китай или Щин. А вот шишме это родник. Третий вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово шиве? Диалект, злой человек, мастер. Бельми. Оригинальный ответ, такого нет. Есть только диалект, злой человек и мастер. Злой человек. Усалкышы мастер. Хужадыр инде я шундай. Диалект. Аммеделекин. Шиве диалект пулсын. Принято. Это правильный ответ. Действительно, шива это диалект, злой человек это усалкыши или есть такое слово шур-щашим, персизм, который есть в татарском языке. А мастер, я имею в виду, отвечая на ваше хужа, это все-таки оста или шинас, есть такое слово. Двигаемся дальше. Как с татарского языка на русский переводится слово «жавит»? Уверен, знакомое вам слово. Богатырь, молодой человек, вечный. Пусть будет богатырь. Богатырь? Может, вечный? Может, вечный. Может, молодой человек. Может быть. Какую тему берем? Богатырь. Точнее, не тему, а какое слово Богатырь. выбираем? Богатырь. Принято. Это неправильно. Дайсан, как вы думаете, жавит это молодой человек или вечный? Вечный. Принято. Это правильный ответ. Богатырь это Жихангир или Батыр. Молодой человек это Яшкаши или Жауан. А жавит это вечный. Пятый вопрос. Ляйсан, как с татарского языка на русский переводится слово «таб»? Быть готовым, новый, сила. Как вы думаете? Интуиция молчит. Серьезно? Господи боже мой, если уж интуиция молчит, то я тут бессилен, друзья мои. Но я попытаюсь, давайте. Итак, топ это быть готовым, новый, сила. Сила, новый, быть готовым. Сила, новый, быть готовым. Обратно интереснее получается. Быть готовым. Быть готовым. Ладно. Было, не было. Это... Ай-яй-яй. Неправильный ответ. Ну, как вы думаете, какое значение слово, пришедшее к нам из персидского языка, из фарсизма, слово «таб», могло обрести в татарском языке? Новый или сила? Пусть будет сила. Пусть будет сила. Это правильный ответ. Дело в том, что быть готовым значит «азер булу», или есть такой персизм, фарсизм, называется «тойер». Тойер. Новый это либо «яна», либо «тозе». А вот сила это «таб». Или «кыш». Знаешь? Шестой вопрос, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Людмила, как с татарского языка на русский переводится слово «махитаб»? Махитаб, махитаб. Красивое, словно луна, лунный свет, продавец фруктов. Почему-то кажется лунный свет. Не Детективное агентство? знаю. Может быть. Детективное агентство «Махитаб». Это правильный ответ. Действительно, «Махитаб» — это лунный свет. Возникает оно из двух персидских слов. «Мах», что означает месяц, полумесяц, и «афтаб» — это свет. «Махитаб» — это лунный свет. Вот. Красивое, словно луна, либо «айсалу», либо «махруй». Есть такое слово, да? А продавец фруктов — это «жилек жимеш сатуша», или говорят еще слово «мивафруш». Вот «мивафруш» —
это продавец фруктов. Вы абсолютно правы. Ну что ж, на этом 6 вопросов второго тура подошли к концу. Впереди нас ждет небольшой бонус. Дело в том, что в рамках данного бонуса каждый из вас достанется по одному музыкальному отрывку. В этой песне пропущено определенное слово. У вас будет 3 варианта ответа. Отгадайте правильно, заработаете 4 балла. Отгадайте неправильно, ну, собственно, вся такая же система. Возможность заработать дополнительные 3 балла будет у вашего оппонента на данном вопросе. Ясно? Все? Понятно? Да. Точно? Готовы? Итак, Да. в этот раз, Лейсан, начинаем, собственно, с вас. Давайте. Собрались. И первый музыкальный отрывок. Ну вот у вас тут, собственно, 3 варианта ответа. Итак, поехали. Бугамер, яшгамер, улгамер. Бугамер. Принят. Это неправильный ответ. Людмила? Либо яшгамер, либо улгамер. Кунак, пулабгана, киля. Яшгамер. Это правильный ответ. Условно, тот самый гумер, который приходит к нам в гости на короткий срок, это яшгамер. Давайте удостоверимся в том, что мы с вами правы. Прослушаем полностью этот отрывок. Отлично. Ну что ж, следующий музыкальный отрывок достается вам, Людмила. Готовы? Готовы. Слушаем. Эйтели миңа эйт, да, заканчивается эйтели миңа эйт. Эйт. Эйтели миңа эйт. Эйтели миңа эйт. Ниндей мекен ул йылдыз. Якты йылдыз пусть будет. Пусть Всё. будет якты йылдыз. Видимо, йылдыз. бывает не якты йылдыз. А бывает, видимо, еще и не якты йылдыз. Ну, так или иначе, якты йылдыз — это неправильный ответ. По крайней мере, не в этой песне. Может быть, и правильный ответ где-то, но не в нашей песне. Лейсан, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Очень нужны уж эти 3 балла, поверьте мне. Прослушаем музыкальный отрывок. Есть необходимость? Думаю, что Сихри Йылдыз. Сихри йылдыз? Ну, мелодия такая грустная, в принципе. Шаян Йылдыз как-то по логике, кажется, не подходит. Хотя могу ошибаться. Да, конечно, каждый человек может ошибаться, Да. поверьте мне. Шаян болсын инде. Шаян? Принято. Это правильный ответ. Действительно, эйт или мига эйт, Шаян йылдыз. Давайте удостоверимся и прослушаем музыкальный отрывок целиком. Действительно, вы абсолютно правы, и в бонусном туре вы набрали по 3 балла. Ошибаясь на своих вопросах, но тем не менее забирая бонусы соперника. Упорная борьба у нас идет. Дело в том, что по итогам этих 2 раундов у нас абсолютное равенство. Вы набрали по 20 баллов. Впереди нас ждет решающий финальный раунд.
Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. Нужно перевести слова с русского языка на татарский. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 баллов. Однако перед финалом я предлагаю вам замечательный шанс заработать дополнительные баллы. Кора тортма, черный ящик, в студию. Итак, у вас есть право, возможность засунуть руку туда и на ощупь взять один из двух предметов, которые там есть. Вам достанется то, что останется. Отлично, вытаскиваем. Передвигаемся дальше, так. Вытаскиваем то, что осталось. Что там осталось, я пока не сильно знаю. Отлично. Ну что ж, Людмила, начинаем с вас. Что у вас в руках? Или на стойке? По-русски это... По-русски это... Как называется этот предмет, то, что у вас в руках по-русски? Наушники. Наушники, абсолютно верно. Теперь, внимание. Слово «наушники» нам необходимо перевести на татарский язык. Как по-татарски будет «наушники»? Не знаю. Не знаете? Интересно. Лейсан, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов в данной ситуации? Как по-татарски будет «наушники»? Ну, Лейсан? Тыңлау жайланмасы деп айтайын ба? Тыңлау жайланмасы. Пусть будет тыңлау жайланмасы. Это неправильный ответ. Дело в том, что по-татарски наушники будут құлақшын. Құлақшын есть такое слово, очень Ойлаған удобное. емін шап етмедім. Ну что ж, а у вас, Лейсан, в руках это, судя по всему, это, видимо, по-русски это... Тетрадь? Нет, это не тетрадь. Давайте покажем всем. Это Блокнот тұрғы. блокнот. Блокнот. Да, как же по-татарски будет блокнот? Язу қағазы болсын. Язу қағазы болсын. Дұрыс түгіл бұл жауап. Это неправильный ответ. Людмила, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как же по-татарски будет блокнот? Кажется, куин дефтер. Вот это правильный ответ. Перед вами две темы. Политика, анатомия. Людмила, во что играем? Анатомия. Окей, играем в тему анатомия. Готовы? Да. Поехали. Итак, первый вопрос. Людмила, как по-татарски будет тело? Тен. А? Тен. 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 Это правильный ответ. И еще иногда говорят гауда. Геудея. Отлично. Итак, второй вопрос. Лейсан, как по-татарски будет сустав? Буон. Буон. Это правильный ответ. Итак, как по-татарски будет... Людмила, очень сложное слово сейчас. Как по-татарски будет аппендикс? Аппендикс. Помните? Аппендикс. Он набухает, там становится аппендицит, его вырезает. Значит, такой слепой. Сукр ишегisi. Сукр ишегisi. Принято. Это правильный ответ. Только сукр и щага. Ишеги. Да. Ладно. Как по-татарски будут почки, Лейсан? Бүйірлер. Почки бүйірлер. Это правильный ответ. Как по-татарски, Людмила, будет хрящ? Может быть, ошибка. Попробую ответ сингер. Не знаю. Сингер. Принято. Это неправильный ответ. Лейсан, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов? Как же по-татарски будет хрящ? Менде білмеймін, шылайық. Хрящ. Туголь. На вас я все равно перестану обсуждать этот вопрос. Шулайн, И шулайн. Да, знаю. вам достанется последнее шестое слово. Финального тура. Нет вариантов. Ничего не приходит. Дело в том, что хрящ по-татарски будет кимерщак.
Есть такое слово. А сыгыр, то, что вы вспоминали, это сухожилие. Последнее, шестое слово достается вам, Ляйсан. Как по-татарски будет запястье? Запястье. Да. Так, запястье. Напоминаю, что запястье это некая кость. А, запястье. Угу. Білезік. Білезік сүйегі десең де. Оно так и будет, правильно? Білезік сүйегі. Правильно. Білезік сүйегі – это правильный ответ. Ну что ж, на этом финальный тур подошел к концу. Уважаемые телезрители, уважаемые участники Людмила, Ляйсан, дело в том, что разница между вами ровно в 1 балл. Ляйсан, вы набрали 32 балла. Людмила, вы набрали 33 балла. От компании «Татарстан. Новый век», телепроекта «Переведи», Федеральной национально-культурной автономии татар мы дарим вам полезный, наверное, надеюсь, подарки. С вами была телеигра «Переведи», я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.